прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Самое культурное министерство подводит итоги. Можно будет вам поставить памятник, и не только в Казани. О чем говорили, сегодня услышала и Альбина Аслагараева. Больше 1500 незаконных свалок и подъездные пути к мусору. Негде утилизировать, некуда отвезти. Какие проблемы предстоит решить в этом году экологам и Росприроднадзору, расскажет Салават Мухаммадолян. Когда люди гибнут и техника страдает. По итогам 2018 года выявились 3 основные проблемных направления. Почему происходят аварии на дорогах, узнал Дмитрий Аринин. Поликлиника теперь у дома. Пришли пешком, без коляски, без ничего. Ездили, мучились в Юдино, там в Кировский район. Сколько детей уже прикреплены в новую поликлинику в Салават-Купыре, расскажет Вероника Гайнуддинова. Культуру нужно сделать еще более массовой и интегрировать в нее бизнес и IT. В аэропортах должны появиться картины, в музеях пеленальные комнаты, а татарские пьесы нужно перевести на другие языки. Новую концепцию развития культуры в республике сегодня представила министр Ирада Аюпова. На коллегии принимал участие и федеральный министр Владимир Мединский. Он сразу же внес несколько предложений и отметил, что вся страна должна быть признательна Татарстану, за что услышала и Альбина Салгараева. Мы рассматриваем данную территорию как центр семейных коммуникаций. Такова новая концепция Казанского ТЮЗа. Театр будет полностью отреставрирован и реорганизован. Он превратится в общественное пространство. Таково требование времени. В центре картины у нас первая мусульманская актриса Сахибджамал Гизатуллина-Волжская. Выставка, предвосхищающая коллегию, рассказывает о том, как республика прожила этот культурный год. Театры, кино, библиотеки, искусство и музыка в различных видах. Есть и специальные медиаперформансы. Скоро в городе появятся вот такие медиабудки, в них установлены видеокамеры. Суть в том, что здесь нужно поделиться своей историей, связанной с Татарстаном, и тогда у каждого есть шанс попасть в фильм, который будет сниматься к столетию ТАССР. Самое важное уже на коллегии. Сохранять памятники культуры и истории продолжат и в этом году. Особый акцент на работе республики в этом направлении сделал и федеральный министр Владимир Мединский. Татарстан демонстрирует, как можно выгодно совмещать развитие инноваций, экономики, развитие села, туризма и бережное отношение к культуре, отметил он. Особенно заметно, какую роль, какое внимание уделяют развитию культуры исторически правительство республики, ее руководители, какое внимание уделяется сохранению, возрождению памятников культуры и совершенствованию культурной инфраструктуры. Сельские клубы – центр притяжения людей. В прошлом году в республике отремонтировали 64 ДК, 34 построили. К слову, федеральная программа по софинансированию ремонта домов культуры создавалась по инициативе Татарстана. Родилась эта программа, родилась сама идея здесь, в конце 2012 года в Татарстане. По вашей инициативе, я думаю, вся страна должна быть за это вам признательна. Самым важным событием следующего года станет столетие ТАССР, отметил Рустам Минниханов в своем выступлении. Он очень положительно оценил работу ведомства в прошлом году. Татарстан обладает богатыми культурными ресурсами для эффективного и продуктивного социально-экономического развития. Консолидация интересов государства, общества и творцов должны стать залогом мощного импульса к развитию культурного, духовного, нравственного потенциала страны. Уже готовы выполнять задачи президента, и они внесены в новую концепцию. Суть ее в цифровизации сферы. Культура должна стать еще более массовой, с ней можно знакомить разными способами. Так, в аэропортах должны появиться картины, в музеях пеленальные комнаты, а татарские пьесы нужно перевести на другие языки. Тогда, когда мы будем везде, в общественных пространствах, во всех сферах, мы сможем сохранить свой менталитет и культуру. Ну и, конечно же, себя и свой народ. Будущий год в стране – год театра. В связи с этим запланирована обширная программа. Театры получат возможности популяризировать себя, расширить репертуары и чаще выезжать на гастроли. Альбина Аслагараева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.
Благотворительный фонд «Возрождение» примет участие в строительстве трехязычного образовательного комплекса в Татарстане. В него войдут школы, детский сад, интернаты и загородный детский лагерь. Об этом сегодня заявил Минтимер Шамиев во время подведения итогов проекта «Культурное наследие. Остров-Град-Свияжск и Древний Болгар». Он завершился спустя 9 лет. С 2010 года удалось спасти и восстановить больше 50 исторических памятников. Количество туристов выросло в 25 раз. Проект признало и мировое сообщество. Болгар, Успенский собор и монастырь Остров-Града-Свияжск вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Следующим проектом фонда «Возрождения» станет трехязычный образовательный комплекс в Татарстане, куда войдут школы, детский сад и детский лагерь. Ведь самое главное достояние нашей республики – это люди, человеческий капитал. Вот, чтобы республика была конкурентной, нужны люди. А люди – это молодежь, которую мы будем обучать. Все подробности в 21:30. Свалки из-за плохих дорог, 11 заполненных полигонов и выбросы. Сегодня подвели итоги работы и поставили задачи на будущее в Министерстве экологии и Росприроднадзоре республики. Татарстан станет участником сразу 3 федеральных программ. Финансирование почти 5 миллиардов рублей. На что они будут направлены и какие новые программы могут появиться в республике, расскажет Салават Мухаммадуллин. Ужас. Дышать нечем было. 2 раза рвало меня. Как это вышло, воздух захватило. Несколько раз в год и стабильно из Нижнекамска приходят вот такие сообщения. Причины запаха всегда разные. С прошлого года в городе стоят 15 автоматизированных постов контроля состава воздуха. Помочь в решении проблемы должны и новые правила для 8 татарстанских объектов. Они попали в топ-300 загрязняющих воздух предприятий. На них и должны появиться онлайн-датчики. Жалобы на воздух поступают со всей республики. В Прикамской зоне жалобы поступают в период уборочных работ. На юго-востоке республики Каликинский промышленный узел. В Елабужском районе концентрация жалоб приходится на деятельность резидентов свободной экономической зоны. Одной из самых актуальных проблем сегодня названы подъездные пути к населенным пунктам. Мусор там есть, он собирается, только вот вывести его порой просто невозможно. Нормальной дороги нет. Мусор скапливается и на полигонах. 11 из них полностью заполнены. Сейчас решается вопрос с их рекультивацией. Много разговоров по заводу, который будет утилизировать мусор. Я не говорю, что мусоросжигающий. Это мировая практика. Мы это видели сами за границей. Вот, организовывали поездки в Европу. Я сам посещал такой завод в Токио. Токио в периметре города, в центре города, вот 21 завод. И, конечно же, никакого негативного воздействия нет. На повестке и незаконные свалки. Их в республике больше 1500. Инспекторами пересечено более 6 тысяч нарушений природоохранного законодательства. Взыскано 74,80% административных штрафов и ущерба на сумму более 55 миллионов рублей. В отношении злостных нарушителей возбуждено 35 уголовных дел. Качество воды, рекультивация свалок, модернизация очистных сооружений. В решении проблем должны помочь федеральные программы в рамках национального проекта «Экология». По нему до 2021 года республика получит почти 5 миллиардов рублей. Мы же знаем, что состояние очистных сооружений, качество питьевой воды. За один день это не сделать, но должна быть программа, которая позволила нам в ближайшие, хотя бы за 6 лет, самые острые вопросы решить. Уже в этом году должно снизиться количество мест подтопления во время весеннего половодья. Почти 3 километра 2 рек были полностью очищены. Сэкономили 430 миллионов рублей. Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Динамика удовлетворительная, но проблемы остаются. Сегодня итоги своей работы и ситуации на дорогах подвели на коллегии ГИБДД Татарстана. Главное, что отметили, в республике сократилось число аварий и пострадавших в них. При этом в ряде районов с безопасностью не все гладко. О состоянии дел и что с этим делать – наша подборка самых ярких высказываний главного автоинспектора республики. Ленар Габдурахманов про ситуацию на дорогах. По итогам 2018 года динамику аварийности можно считать удовлетворительной. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение всех 3 показателей аварийности. Устойчивая динамика сокращения погибших в республике наблюдается с 2013 года. Их число сократилось практически вдвое. Главные проблемы. По итогам 2018 года выявились 3 основные проблемных направления в сфере дорожно-транспортного травматизма. Это наезд на пешеходов, аварийность на пассажирском транспорте, детский травматизм.
треть ДТП приходится именно на пешеходов. Отмечен рост количества происшествий по вине водителей автобусов. Как и прежде, основная доля таких происшествий приходится на города Казань, Челны, Нижнекамск. Самое аварийное время. Самым аварийным днем считается пятница. На данный день приходится 16% всех происшествий. Больше всего аварий происходит в вечернее время с 16 до 18 часов. Происшествия с наиболее тяжкими последствиями зафиксированы с часу до 5 утра. При более углубленном анализе примерный портрет среднестатистического виновника ДТП с погибшим выглядит следующим образом. Это мужчина в возрасте от 30 до 40 лет со стажем вождения от 3 до 7. По их вине в республике произошло каждое 4-е дорожно-транспортное происшествие с погибшими. Критика районов. В 10 районах республики зарегистрирован рост всех основных показателей аварийности. В 7 районах превышен основной показатель ФЦП по числу погибших в ДТП людей. При этом в Пестричинском и Новошеминском районах прогнозные показатели не выполняются на протяжении последних 2 лет. Введение тотального контроля. Продолжается развитие системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. С начала запуска система эффективно повлияла на безопасность дорожного движения. По отношению к прошлому году на участках, контролируемых тотальным контролем, отмечается снижение всех основных показателей аварийности. Услуги ГИБДД есть и в МФЦ. Уже 2 миллиона человек оценили работу этих центров. Напомним, что такие центры начали свою работу в республике в 2015 году. Здесь можно получить услуги по принципу одного окна. Сейчас в Татарстане 57 центров предоставляют более 150 видов государственных и муниципальных услуг. Важнейшей вехой, шагом была централизация в 2015 году всей системы МФЦ с центральным аппаратом, подразделением на местах. И в настоящее время наша сеть республиканская МФЦ является одной из самых масштабных в стране. В набережные Челны приехали локомотивы роста. В Автограде прошла обучающая встреча федерального конкурса для будущих управленцев. В Татарстане он проходит более 2 лет. Так молодые люди, знакомясь с ведущими предприятиями и лучшими специалистами, сами могут в дальнейшем стать руководителями. Кого на карьерный путь локомотивы роста продвинули в Челнах, расскажет Дмитрий Аринин. Вы должны работать безбрахно. И тогда вы получите 5 баллов. Такие задачки для тех, кто хочет и может стать директором. Деловая игра на КамАЗе собрала тех, кто прошел специальный тест и теперь должен показать, что на поприще управленца из него выйдет толк. Хочу попробовать себя в политической деятельности. Вот я уже начинаю по ступенькам, потихоньку пробовать себя. И в дальнейшем, я думаю, у меня потенциал раскроется еще больше. Я бы много что к себе добавила. Ну, компетентность, навыки общения, навыки ораторского какого-то искусства, профессиональные навыки. Ну, вот так вот в целом. Участниками челнинского этапа конкурса «Локомотивы роста» стали 80 человек из разных районов республики. Все либо учатся на экономистов и промышленников, либо уже работают на предприятиях. И вот дать им разным возможность, да, это ведь не говорит о том, что они будут там 10 победить, мы не знаем. Но мы им даем и возможность, и знаний, и наставников. Наставлять конкурсантов будут 3 десятка экспертов. Это люди, уже успевшие добиться успехов и стать руководителями. Перед нами стоит грандиозная задача осуществить технологический прорыв нашей страны. Иначе мы просто опоздаем. За технологическим прорывом будет улучшение качества жизни, улучшение среды нашей жизнедеятельности. Экономические задачи базируются на образовании. Победители проекта смогут постажироваться на предприятиях Татарстана. Узнать все о конкурсе и заявиться можно на специальном сайте lokomotivtatarstan.com. Дмитрий Аринин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиров, ТНВ, Набережные Челны. Больше, чем у Тимати. Владелец салона красоты в Нижнекамске Рамис Зиганшин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, где его дети выложили 5000-ными купюрами пол в квартире. Старший сын Руслан в видео обращается к отцу и объясняет, что мама опять оставила сейф открытым, и они с братом решили приготовить папе сюрприз – гигантский ковер из его денег. Бизнесмен выложил это видео, сопроводив надписью «Оля, срочно едь домой убираться». Дети ждут ответ от Тимати. Они привыкли, да, то есть мы с ними сами снимаем постоянно какие-то такие каверы. То есть из-за этого они как бы он обучил, и он просто когда это делал, у него уже автоматически шло. То есть он понимал, что это мне понравится, что он это скинет, то, что видео будет классное. То есть он это понимал, когда снимал. Известный рэпер Тимати уже ответил детям Рамиса. Он выложил это видео в своем инстаграм-аккаунте и пошутил: «Русик, адрес не подскажешь?» Это новости Татарстана, и смотрите далее.
Качество здравоохранения, поддержка одаренных детей и развитие сельских поселений. Я люблю спорт, из-за этого пришла на туризм. Сколько площадок работало на Дне Единой России в Арске, расскажет Рамиль Галиулян. Поликлиника теперь у дома. Пришли пешком, без коляски, без ничего. Ездили, мучились в Юдино, там в Кировский район. Сколько детей уже прикреплены в новую поликлинику в Салават-Купере, расскажет Вероника Гайнутдинова. Американцы в Казани. Сегодня в столицу республики с официальным визитом приехала делегация компании General Electric. Первоначально гости из США встретились с Рустамом Миннихановым. Президент отметил, что компания на протяжении многих лет является одним из ведущих стратегических партнеров республики. Так, в июне 2017 года на Казанской ТЭЦ-3 была запущена самая мощная на тот момент газотурбинная установка в России. Сегодня Рустам Минниханов предложил руководству General Electric принять участие в новых совместных проектах. Есть у нас проекты, которые актуальные и требуют разрешения. Это Заянская ГРЭС. Заянская ГРЭС, она системная, имеет все необходимые инфраструктурные возможности. И, конечно же, нам необходимо найти пути реконструкции данной станции. Направления для сотрудничества представители General Electric обсудили и с руководством компании «Таиф». В частности, строительство на площадке «Казань-Оргсинтеза» новой парогазовой установки, а также модернизации действующих энергоустановок на Нижнекамской ТЭЦ-1. Кроме того, Нижнекамскнефтехим, входящий в группу «Таиф», реализует масштабный проект строительства нового этиленового комплекса. Стороны договорились дополнительно проработать эти вопросы позже. Как отметил на встрече представитель General Electric Джон Райс, сотрудничество с Татарстаном группой компании «Таиф» является стратегическим направлением работы для компании. Это мой 4-й визит в Казань и 4-я серия переговоров с Альбертом Шигабуддиновым. В этот раз я вижу большой прогресс и большой успех, которого мы достигли вместе, а также множество совместных возможностей впереди, чтобы расширить наше партнерство. Алифиновая академия – так называется программа по обучению сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим». Специалисты германской фирмы «Линде» будут рассказывать о технологии получения этилена и эксплуатации алифиновых установок. Для чего это нужно нефтехимикам, расскажем далее. На обучающий курс пригласили специалистов Нижнекамскнефтехима, Казань-Оргсинтез и ТАИФ, а также студентов и преподавателей базовых учебных заведений. Эта программа была очень такая, серьезная и много информации дало. Именно вот по печам пиролиза. Много информации, что, о газоразделении новое я получил, которое я не знал. В качестве преподавателей выступают ключевые специалисты компании «Линде». Лекции проходят на английском языке, поэтому каждому присутствующему раздали устройство синхронного перевода. Гости рассказали об инновациях и особенностях современного технологического оборудования. Польза этой академии очевидна, потому что они объяснили все свои новшества, лицензионные особенности, которые использует компания «Линде» в своей технологии. С германской фирмой Нижнекамскнефтехим знаком давно. В тесном сотрудничестве уже были построены некоторые объекты градообразующего предприятия. Но компании всегда есть что предложить на перспективу. Это будет большим вкладом для будущих специалистов, так как компания «Линде», которая помогла нам организовать это обучение, является одной из лучших и мировых лидеров в своей области. Я узнал очень много новых технологий, моментов, что пригодится в дальнейшей работе и в эксплуатации нового комплекса. По окончании обучения для слушателей проведут экзамен в форме тестирования. По его результатам каждый получит сертификат о прохождении данного курса, а лучшие работы будут отмечены грамотами. Светлана Звонарева, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Нижнекамск. Качество здравоохранения, выявление и поддержка одаренных детей, а также развитие сельских поселений. Эти и многие другие вопросы сегодня рассмотрели на Дне Единой России в Арске. Всего работало 12 площадок. Сегодня жители могли пройти бесплатный прием у ведущих республиканских клиник, а также обсудить самые острые проблемы района. Результаты Дня Единой России у Рамиля Галиуллина. Раис Ягудин – один из первых, кто пришел на прием к кардиологу. Жалуется на давление. Сегодня его принимает врач РКБ. В Казань ехать надо, а тут все
делает, какие лекарства, какие лечения назначила. Сегодня в Арске специалисты ведущих клиник республики. Это кардиолог, эндокринолог, аллерголог. Более 200 детей и взрослых проходят обследование в своем городе. К нам обращаются люди, конечно, уже за 50, ближе к 70, у которых, как правило, проблемы с артериальным давлением, ну и с сердцем. Арский район мы как бы определяем пилотным районом для вовлечения именно для профилактики долголетия. Перед проведением Дня Единой России в любом районе проводится большая организационная предварительная работа. Мы выясняем те предложения, те обращения, которые поступили от граждан и в общественную приемную партию. Качественная и доступная медпомощь – это партийный проект, и он один из многих. В Арске сегодня новая школа. Это еще одна программа, на этот раз для одаренных детей. Основные направления – туризм, спорт, журналистика и творчество. Я люблю спорт, из-за этого пришла на туризм. Меня сюда привела мама. Задача педагога является удержать ребенка, выявить его талант. В центре внимания единороссов развитие сельского хозяйства. Чтобы обсудить острые проблемы, сегодня встретились фермеры и члены кооперативов. Жалобы разные. Одним не дают разрешения на строительство, другие сетуют на то, что сложно выигрывать гранты. Цена реализации на уровне себестоимости произведенной продукции при таком сложении дела никак не. Надо на государственном уровне решать вопрос. Много помещений, на которые бы хотели претендовать фермеры, но они сегодня закреплены за некими инвесторами и не используются. Это вызывает социальное напряжение. Но главной проблемой на селе остается нехватка кадров. Помочь сократить отток населения из деревень должен проект «Путь Тукая». Это пешие и велосипедные маршруты по Арскому и еще 3 районам республики. Сейчас разрабатывается мобильное приложение, и уже к 1 июня будет готов первый этап маршрута. Сегодня в Арске работал 12 площадок. В планах на этот год провести еще 5 таких встреч. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Арский район. Сегодня фракция КПРФ в Государственном совете провела встречу с журналистами. Говорили об обращениях граждан в 2018 году. Тогда они получили 752 сообщения. Основные темы – защита прав инвалидов и тех, кто за ними ухаживает, пенсионная реформа, расселение людей из аварийного жилья, здравоохранение, тарифы за ЖКХ и на транспорт. Мы видим успех республики социально-экономическим, социальным ином, но все-таки те вопросы, которые требуют еще пересмотра, еще обратить внимание, более детально обсудить. Первых самых маленьких пациентов приняла поликлиника в Салават-Купере. Сегодня здесь открылся филиал детской городской поликлиники номер 4. Его построили по многочисленным просьбам жителей. Сколько детей тут уже прикрепилось и как врачам на новом месте работы? Вероника Гайнуддинова. Пойдем хорошо. Ильнас. Годовалый Ильнас – первый пациент. Вместе с мамой Лилией Сунгатулиной пришел на медосмотр. Очень ждали открытия, ведь новая поликлиника теперь в соседнем доме. Пришли пешком, без коляски, без ничего. Ездили, мучились в Юдино, там в Кировский район, я не помню адрес, конечно. Народу очень много бывало. Приедешь, потом уехать не можешь. Ближайшие поликлиники были только в Юдино и Кировском районе. Молодые семьи не раз жаловались и просили открыть медучреждение здесь. На маршрутку выходим, иногда вот с папой ездим. Как получается уж? Вот сюда перевели бы, очень хорошо было бы. И вот, наконец-то, долгожданное открытие. Ведь в новом микрорайоне в основном молодые семьи, где 2 детей и более. Очень удобно, очень не хватало, потому что район большой, детишек много. Ей здесь приходилось в другой, как район даже, можно сказать. Очень было неудобно, конечно. 3 детей, ведь и прививки надо, и болеют часто бывает. Педиатры очень нужны. Для врачей тоже все новое. За плечами Елены Борисовой 23 года работы педиатром. А сегодня, говорит, все как в первый раз. Конечно, я волнуюсь. Новое место, новый коллектив. Можно сказать, мы, конечно, друг друга все знаем, но в таком именно составе встретились впервые. Забор анализов, прививки, массаж, ЭКГ. Пока здесь 2 педиатра, фельдшер-лаборант и 6 медсестер. В любое время без записи примет и дежурный врач. Планируем организовать работу в 2 смены для удобства родителей. То есть кому-то удобнее в первой половине дня, кому-то во второй половине дня. В 2 смены прием и обслуживание вызовов. В ближайшее время в Салават-Купере достроят еще 2 квартала. Это значит, количество детей увеличится. На сегодня в поликлинике прикреплено уже 1500 детей. Но она готова принять до 4000 пациентов. Вероника Гайнуддинова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.
Вся классика мировой оперы на одной сцене. В Казани буквально час назад стартовал 37-й международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. В этом году он приурочен к 145-летию Казанской оперы и 80-летию Татарского оперного театра. А прямо сейчас премьерой в Театре оперы и балета наслаждается Зарина Ахметова. Уже прошло первое действие. Зарина, поделись, пожалуйста, впечатлениями. Да, Даяна, впечатления самые яркие, не только у меня, но и остальных зрителей. По традиции сегодня здесь собрались настоящие ценители искусства, но открывает фестиваль премьерный показ. Это опера Римского-Корсакова «Царская невеста». Это по-настоящему масштабная постановка. Сразу видно, что над ее созданием трудились усиленно. Большое внимание уделили как составу артистов, так и декорациям. Ну а давайте послушаем, пожалуйста, отрывок из оперы. Зрителям будет интересно, неожиданно для себя увидеть какие-то интересные моменты, которых они не видели раньше, и которых нет в клавире у Римского-Корсакова. Декорации очень красивые, свет – это работа очень хорошей команды, которая уже с Михаилом Александровичем Панджавидзе, который воплотил эту постановку, не первый год работает. И вообще его спектакли здесь отличаются, так скажем, зрелищностью. Не будет обмана зрителей сегодня, это будет очень ярко. Ну и в рамках фестиваля зрителям представят 10 различных спектаклей. Это настоящие шедевры мировой и отечественной оперы. Ну а мы пока продолжаем приобщаться к высокому искусству, потому что представление еще продолжается. Даяна, слово вам. Спасибо, Зарина. А впереди вас ждет прогноз погоды. Я же прощаюсь с вами. Увидимся в 21:30. Добрый вечер. Время новостей спорта на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Внук Зинатулы Билялидинова помог ЦСКА переиграть казанский клуб в домашнем матче. Даже юбилей Артема Лукоянова не повлиял на окончательный результат в противостоянии двух финалистов Кубка Гагарина. Акбар забрасывал первым, но москвичи тут же сравнивали. Так продолжалось до счета 3-3. И тут свое слово сказал 18-летний нападающий хозяев Александр Романов. Так получилось, что первую шайбу в КХЛ он забросил именно команде своего деда. Эта шайба вдохновила ЦСКА. 5-4 в пользу Москвы. Таким образом, это уже третья победа армейцев над Акбарсом в этом сезоне. Все ясненько. Где-то мы не, скажем так, не концентрированные, может быть, где-то доиграли моменты определенные, и Акбарс сразу на этом наказывал. Футболисты Рубина продолжают находиться на турецком сборе. В то же время состав клуба пополнился двумя голкиперами. Команда подписала контракты с 25-летним Алексеем Городовым и 17-летним Давидом Волком. Городовой перебрался в Казань из Норвегии, где в прошлом сезоне играл за клуб 2-го дивизиона местного чемпионата. Волк является воспитанником Академии Казанского клуба. Свою карьеру он начал в прошлом сезоне, выступая за дубль Нижнекамского нефтехимика. Ранее сообщалось, что во время сбора в Турции к Рубину присоединился Евгений Башкиров. Тем временем татарстанские борцы на поясах привезли из Астаны золотую и бронзовые медали. Международный турнир среди юношей и девушек завершился в столице Казахстана. В соревнованиях приняли участие 230 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России. Воспитанники Челнинской спортивной школы «Витязь» показали на соревнованиях достойные результаты. Ольга Романова в весовой категории до 70 килограммов завоевала первое место. А Булат Мусин в весовой категории до 55 килограммов стал бронзовым призером состязаний. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. О погоде на 2 февраля поговорим после небольшой информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. danil-master.rf. Телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ожидается умеренно морозная погода, временами небольшой снег и 9 мороза. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачная погода с прояснениями -8. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске местами возможен небольшой снег, облачно с прояснениями. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси ожидается небольшой снег и 8 градусов ниже нуля.
На юго-западе, в Болгре, Буинске, Дрожжаном без осадков и всего -7. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше синоптики обещают облачную погоду, местами снег и около 8 мороза. ООО «СМУ номер 12» в честь Дня влюбленных дарит скидку до 100 тысяч рублей. Сделайте подарок своим любимым. Купите квартиру в ЖК «Приволжский». Записывайтесь на просмотр квартир по телефону 561 08 81. Дорогая, я подарю тебе звезду. А может, лучше квартиру? С нами возможно все. Только в честь праздника Дня влюбленных. Квартиры в ЖК «Приволжский» со скидкой до 100 тысяч рублей. 561 08 81. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег. Дневные температуры 6-8 мороза. Ветер южный слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Ожидается небольшая магнитная буря. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.